Видим там вершину. До этого я карабкался, шел где-то, лазил и думал, когда же это закончится. Я не вижу конца просто. И я увидел это завершение, я увидел пик, я увидел вершину, и откуда-то силы взялись, и я побежал. Вот она рукой подать. Как туда не забраться? Цель восхождения с результатом Магомед Зейтов установил на вершине мира флаг родной Ингушетии, тем самым сделав подарок республике в честь ее 25-летия. Да и себе свой 32-й день рождения альпинист отметил на Эвересте. Ура! Поздравляю, Магомед! Вопросов у журналистов много. Особенно интересно слушающим, как молодой человек переборол страх. Ведь Эверест входит в семерку высочайших вершин планеты, на которой в один день погибло 11 человек. Спортсмен уверенно отвечает, что для него альпинизм – дело жизни. Эмоции, которые переполняют в момент достижения финиша, передать обывателю сложно. Эта эйфория после победы над собой и природой на каждом сказывается по-своему, делится Зейтов. Человек уже обычно бывает не тот, что поднимался, что штурмовал вершину при спуске. Даже ты его видел в 100 метрах от вершины, он поднялся на вершину, и при спуске он другой совсем, абсолютно. Начиная с зоны смерти, ты по-другому начинаешь смотреть на вещи, ты начинаешь переосмысливать отношения, ты больше начинаешь ценить жизнь. Человек, собирающийся покорить гору, должен быть и морально, и физически подготовленным, сильный духом. Магомед признается, что были моменты, когда он отчаивался, и единственное, чего хотелось, это бросить мечту и спуститься. Но упорство и желание закончить начатое не позволили ему этого сделать. Поддержал и коллега, который поднимался вместе с ним. Он в критический момент не позволил Магомеду опустить руки. Были моменты, когда он справлялся с моим характером, что ли. И, например, был момент, когда я при спуске хотел переночевать на 8300. И он не мог меня вытащить оттуда. Мы дошли до того, что могли бы подраться, да, но сил-то нету драться. Бля, я думаю, что мне с ним делать-то? Как мне, да, а селенок-то не осталось. И я лежал в этой палатке наполовину, да, на мне обувь, у меня нету сил ее снять, у меня нету сил снять кошки альпинистские с ног. И чтобы не дырявить эту палатку, я оставил ноги там и сам лег там, отдыхаю, лежу себе. И и постепенно я вижу, что палатка становится все меньше и меньше. Он ее разбирает снаружи, чтобы я вышел из нее. Он разобрал палатку, я лежал внутри, чтобы я там не ночевал. Магомед планировал подняться с наименьшим употреблением кислорода, чего в принципе и добился. В связи с этим журналистов интересовало и то, как на это отреагировал организм. Чувствовал эту грань и знал, что у меня уже сил не останется на спуск после восхождения бескислородного. И, соответственно, пришлось применить кислород. Быть первым в своем деле, по мнению Магомеда, именно таким и должен быть девиз любого спортсмена. Именно поэтому он обычно и выбирает непротоптанные пути. Сложностей он не боится, главное, чтобы итог того стоил. В планах у альпиниста подняться на гору Кей-2, которая известна своими трудными маршрутами. Пресс-конференция длилась более часа. Журналисты узнали о том, что альпинист провел на вершине 25 минут, что за время подъема сбросил 13 килограмм и на спуск потратил 2 дня, что для альпинистов необыкновенно малый срок. Индира Манкиева, Рахман Цуров, Новости 24.